Якутия-24 работает в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Всем без исключения пенсионеры получат выплаты в 10 тысяч рублей единовременно, независимо от того, работающие или нет, когда и как поступят деньги. 1 сентября. Повсеместно прошли торжественные линейки ко Дню знаний. Тысячи детей по республике пошли в 1 класс. Оптоволокно в Мархе, самый крупный пригород столицы, теперь имеет доступ к высокоскоростному интернету. «Открой свою Россию». Туристические маршруты Якутии объявлены лучшими по стране и вышли в финал конкурса. Якутские пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Выплата полагается всем российским гражданам, являющимися пенсионерами по состоянию на 31 августа текущего года, и это независимо от того, работают они или нет. Единовременная выплата полагается и тем, кто получает пенсию по инвалидности, потере кормильца. При этом для получения выплаты пенсионеру не придется ничего делать, Пенфонд автоматически назначает средства по имеющимся данным. Всего по республике таким образом деньги получат более 275 тысяч человек на общую сумму более 2,5 миллиардов рублей. Пенсии будут выплачиваться в следующем порядке. Все пенсионеры, которые получают свои пенсии через банки, то есть кредитные учреждения, для них будет осуществлена выплата 2 сентября. У нас таким способом пенсии получают порядка 70% пенсионеров. Те пенсионеры, которые получают свою пенсию через почтовые организации, они получат единовременные выплаты по графику вместе со своей пенсией. Также президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военным и силовикам. Сумма пособия составит 15 тысяч рублей. В первую категорию вошли военнослужащие по контракту, а также курсанты военных профучебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие договор на прохождение службы. Во вторую – прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб. Деньги переведут в сентябре. К другим темам. Дорогу к поселку Светлый отремонтируют до ноября. Об этом рассказали в администрации Мирнинского района. Сегодня по данному участку проводится конкурс среди подрядчиков. Дорога в Светлый примыкает к федеральной трассе Анабар, которую в этом году начали асфальтировать. Проезд к поселку асфальтировать не будут, но отсыпят и оборудуют водоотводные каналы. Несмотря на поздние сроки ремонта, дорожники заверили, снежный покров не повлияет на качество отсыпки, наоборот, поможет грейдерам быстрее укатать поверхность. Из районного и федерального бюджетов на отсыпку выделено 2 миллиона рублей. А в Мирном введены новые дорожные знаки у перекрестков Ленина-Кирова и Советская-Кирова. Направление движения по полосам госавтоинспекторы разместили несколько дней назад, однако многие водители до сих пор не обратили на это внимание. По полосе, на которой можно только поворачивать, едут пока прямо. В часы пик из-за этого создаются заторы. Если раньше водители, подъезжая к перекрестку Кирова-Кузакова, могли встать в 3 ряда, то теперь данный знак определяет необходимость движения по левой полосе только налево, по правой полосе прямо и направо. Хотелось бы поэтому обратить внимание автомобилистов на это, чтобы они заранее занимали полосу, необходимую для совершения соответствующего маневра. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов республики продолжает проводить ремонтные работы в жилых объектах по всей Якутии. В этом году капремонт планирует провести в 244 жилых домах, из них в 50 в столице региона. Репортаж Ульяны Шагиной. Старую КПДшку на Ярославского 7 не узнать. За лето подрядчики фонда по капремонту провели здесь большую работу. Обновили фасад, поменяли крыльцо, установили новые балконные витражи и многое другое. Работы практически завершены и уже в сентябре планируют его сдать. Все работы идут своим ходом. Небольшие задержки произошли из-за задержки поставки товаров, строительных материалов. И несоответствие проектной документации незначительной. Допустим, земляные работы в 10 раз превысили заложенную смету.
Ну а так все своим чередом идет. Сейчас в данный момент завершаются работы. Осталось козырек построить. То, что дом преобразился, видно невооруженным взглядом. Строители сняли старое бетонное крыльцо, с годами оно раскрошилось. Не стало и желтых заплаток по периметру плиток. Вместо них новый фасад, которого не могли не заметить и сами жильцы. Нормально, очень хорошо. Вот балконы сделали, покрасили стены. Там еще утепляли, по-моему. Ага. Ну, очень хорошо. Новые фасадные панели и в многоквартирках по улице Автодорожная. В этом году для обшивки этих домов применялся совершенно новый материал. Это фасадная монопанель, которая является не только не горючей, но и энергоэффективной. Подрядчики обещают, что в квартирах жильцов этой зимой будет тепло. Во-первых, благодаря трехслойной конструкции панели не только сдерживают тепло, но и не пропускают холод, благодаря чему в первую очередь жильцы должны сэкономить на квартплате. Так ли это, покажет зима. Но то, что эстетически стало красиво, здесь не поспоришь. Лучше, конечно. Конечно. Не то, что он такой какой-то убогенький стоял, а сейчас стоит более-менее веселый. Ну, говорили, что теплее станет из-за новых материалов? Ну, должно. Скорее, вот это у нас постоянно ветер оттуда дует. У нас же, как в Туймаду долину заходит же, он оттуда ветерок дует. И всегда вот в этих домах. Затраты только на обшивку одного дома составили порядка 25 миллионов рублей. В следующем году работы здесь продолжатся. По следующим конструктивам, как теплоснабжение, электроснабжение, водоотведение и другие, сейчас проводятся аукционные мероприятия, будет отбираться подрядные организации и дальнейшие конкурсные процедуры пройдут. Из 244 многоквартирных домов, которые в этом году подлежат капремонту по всей республике, на стадии завершения более 60. По остальным домам работы будут проводиться до наступления холодов. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Выборы депутатов Государственной Думы России 8-го созыва пройдут в период с 17 по 19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября. В Ниренгринском районе также состоятся муниципальные выборы, выборы главы и депутатов поселка Чульман. В районе 33 участковые избирательные комиссии. Кроме того, созданы 3 временных избирательных участка. Это для людей с непрерывным циклом работы. Также будет организовано досрочное голосование для граждан, находящихся в труднодоступных местностях. Все это направлено для того, чтобы обеспечить конституционное право гражданина Российской Федерации принимать участие в выборах, формировать органы власти, как федеральные, так и местные. Но также главной задачей избирательных комиссий сейчас является обеспечение санитарной безопасности. И мы вот комиссии в первую очередь ставим, чтобы это у нас все наши мероприятия по обеспечению голосования проходили в безопасных условиях. Глава республики Айсен Николаев на заседании комиссии Госсовета России по направлению экологии и природные ресурсы заявил, что необходимо увеличить объем финансирования мероприятий по защите лесов России на 8 миллиардов рублей. Глава Якутии высказал мнение, что причина неэффективности борьбы с лесными пожарами кроется в недофинансировании мероприятий за последние десятилетия. Накануне руководитель региона Айсен Николаев в своем обращении к жителям Якутии отметил, что по поручению президента Владимира Путина финансирование охраны лесов будет увеличено в 2 раза. На эти цели выделят еще 24 миллиарда рублей. За минувшие сутки коронавирусом по Якутии заболели 144 человека, из них в столице 81 случай. Что касается районов, то 7 человек заболели в Ниренгринском, 4 в Сунтарском. Кроме этого, по 3 случая зарегистрировали в 5 районах за минувшие сутки, по 2 случая в 16 районах. В связи с началом учебного года и окончанием отпускного периода вирус распространяется в отдаленных поселках, поэтому соблюдение ограничений и массовая вакцинация остаются актуальными мерами. Об этом сообщает оперативный штаб республики. Со следующей недели начинаем ревакцинацию работников социальных учреждений. В целом массовая ревакцинация сегодня возможна на территории республики, исходя из того объема вакцины, которая есть в наших медицинских учреждениях. Еще раз обращаю внимание, кто попадает под ревакцинацию.
Это прежде всего граждане, которые переболели 6 месяцев назад и, соответственно, либо ставили вторую дозу вакцины «Спутник Лайт», также «Спутника» около или «Пивак Короны», либо иного другого вида вакцины полгода назад. То есть вот такой временной лаг, он дается для того, чтобы непосредственно прийти и к процедуре ревакцинации. Показатель вакцинации в Якутии среди школьных учителей составляет 78%. Это те, кто прошел полный курс вакцинации. Об этом сообщил зампред правительства Сергей Местников. Он отметил, что в Жатае и Мирнинском районе вакцинация учителей проходит ниже среднего уровня по республике. Там показатель составляет 67-68%. Сергей Местников также добавил, что кроме тех, кто получил оба компонента вакцины, есть учителя, переболевшие в течение последних 6 месяцев, и те, у кого медотвод. Они также будут допущены к работе в очном формате. Продолжаем выпуск. Самый крупный пригород Якутска, Марху, подключили к оптической линии связи. С сегодняшнего дня более 9,5 тысяч домов получили доступ к высокоскоростному интернету. Подробности в материале Петра Васильева. Строительство ВОЛС в Мархе и Соцсатал началось в начале этого года и завершилось в рекордно быстрые сроки. Всего на территории 2 пригородных поселений построили 237 километров волоконно-оптической линии связи, благодаря чему свыше 9 тысяч домохозяйств получили доступ к высокоскоростному интернету. Церемония запуска линии связи состоялась в Мархинской средней образовательной школе номер 1. У нас сегодня знаменательное событие, двойной праздник. Мы находимся в стенах Мархинской школы. У нас сегодня День знаний, и отрадно, что в этот замечательный день мы запускаем высокоскоростной интернет. Более 9 тысяч семей ждали этого момента. Сегодня у нас появилась возможность дать людям быть частью высокоскоростного интернета, зайти и пользоваться сетью всемирной наравне со всеми. Помимо этого, все 803 ученика школы также получили доступ к высокоскоростному интернету. Таким образом, все дети смогут получить более качественное дистанционное обучение в период пандемии COVID-19. Более того, для 186 многодетных и малоимущих семей из этого пригорода оператор связи до конца года установил скидку за доступ к интернету в 50%. В прошлом году, когда мы начали обучаться дистанционно, у нас выявились такие проблемы, что у наших семей не было интернета. Вообще нет возможности подключиться к интернету. И сейчас вот с введением высокоскоростного интернета дети, родители могут подключаться. И мы можем сказать, что уже какое-то количество уже семей, никаких проблем не будет к дистанционному обучению. С приходом ВОЛС жители Мархи и Соцсатал получат полноценный доступ ко всем современным сервисам – образовательным, культурным или развлекательным. Теперь у них появилась возможность более широко и свободно пользоваться всем спектром государственных и муниципальных услуг. С удобством оплачивать товары и услуги через интернет-сервисы. Мы уже активно, давно уже принимаем разные электронные ресурсы, работаем на разных платформах. Мы, во-первых, заполняем, вот, например, школа, мы заполняем сетевой город, что обязательно нужен интернет и для учителей, и для родителей, и для учащихся. Марха и Сатал – это только начало пути. В ноябре этого года ВОЛС будет запущен в селе Хатасы, в декабре в жилом секторе Белого озера и на Хатын-Юракском шоссе, а уже в 2022 году в Кангаласах, Тулагино-Кельдямсах, Табаге, отдаленных районах Сайсарского и автодорожного округов. Таким образом, к концу следующего года все пригороды и отдаленные районы города будут обеспечены доступом к интернету. Петр Васильев, Григорий Охлопков, Якутск. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил якутян с 1 сентября Днем знаний. По всей республике начало нового учебного года встречают 148 тысяч школьников и 50 тысяч студентов. В том числе в первый класс отправляются 16 тысяч детей по республике. Глава Якутии отметил, что в этом учебном году начнется в традиционном очном формате, продолжается строительство школ и детских садов в республике. Все это направлено на достижение главной задачи – создать равные стартовые возможности для каждого ребенка и для каждого молодого человека в Якутии, вне зависимости от того, где он родился и проживает. Также Айсен Николаев на 2024 год поставил цель войти в число лучших 15 регионов России по качеству образования.
В Ленском районе торжественные линейки ко Дню знаний также прошли в очном формате, но в несколько потоков. В первый класс по району пошли 447 детей. По решению оперштаба, которое состоялось 30 августа, было решено, что линейки будем проводить очно в 2 потока. В 11 часов мы приглашаем учащихся 1-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов для официальной линейки. Остальные классы школа проводит по своему усмотрению, по своему графику с 12 до 13 часов. В поселке Беркакит Нерюнгринского района для 2 первых классов школу номер 22 организовали целую череду праздничных мероприятий, рассказывает Ирина Кичигина. Официально День знаний был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года об объявлении 1 сентября всенародным праздником – Днем знаний. Сегодня эта традиция сохранилась для всех школ нашей страны. Самый волнительный этот день для будущих первоклассников и их родителей. Поэтому в поселке Беркакит каждый год к празднованию Дня знаний готовятся особенно основательно. Чтобы праздник был ярким и интересным, мы для них подготовили такие вот хорошие сегодняшние мероприятия. Кроме того, что будет праздничная линейка, на которой присутствуют только первоклассники и их родители, бабушки, дедушки и, конечно же, выпускники нашей школы. Кроме того, детей ждут мероприятия в нашем ДК «Дружба». От себя лично, от наших учителей, от всего педагогического сословия желаю всем первоклассникам, одиннадцатиклассникам, да вообще всем ученикам и всем работникам школы доброго здоровья, благополучия, счастья, успеха в делах. Трудности нас только закаляют, пускай все будет хорошо. Всем счастья и добра. Нарядные ученики с пестрыми букетами, волнующиеся родители, учителя выстроились во дворе школы, чтобы торжественно начать для кого-то первый, а для кого-то последний учебный год. Линейка традиционно началась с гимнов, выступлений официальных лиц и первого звонка. Потом ребята увидели театрализованное представление с участием сказочных героев и интерактивом. Сегодня мы проверили ребят, готовы ли они к учебному году, проверили разными математическими задачками, русский язык, правила дорожного движения, знают ли наши ребята, физподготовка. И ребята активно приняли участие, знают, как правильно питаться, что вредно, что нет. В конце мероприятия они получили 5 и небольшие подарки. После этого будущих первоклассников ждала игровая программа и сладкий стол. Энергии хватило на все. В соревнованиях между первым А и первым Б победила, как и полагается, дружба. Каждому запомнилось и понравилось в празднике что-то свое. Мне представление. Линейка. Линейка. Мне больше понравилось играть. Мне понравилась линейка. Играть. Играть. А какой персонаж вам понравился больше всего? Кот, который не хотел учиться. Баба-Яга. Ребята, готовы выйти в первый класс? Да! Теперь все свои силы ребятам предстоит направить на учебу. Но такой красочный день знаний юные беркакитцы будут вспоминать еще долгие годы. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске открыли детский театр регионального центра выявления и поддержки одаренных детей. Сюжет Марфирины Алексеевой. Первый детский театр открылся на базе Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских. В учреждении полностью оборудована сцена и зрительный зал на 120 мест. Проведена большая работа над сценой и световым оборудованием. Теперь зал отвечает профессиональным требованиям настоящего театра. Уникальность детского театра заключается в том, что и на сцене, и в зрительном зале будут дети. Юные артисты представят свое творчество на публику, а зрители будут наслаждаться театральными постановками, приобщаясь к ценностям культуры. Мы 3 года назад выиграли большой федеральный грант на 202 миллиона рублей. На это было закуплено оборудование, в том числе построен вот этот замечательный детский театр впервые в истории Якутии. Ребята будут получать самое современное образование и также работать на самом лучшем современном оборудовании. В центре ведется обучение по 4 направлениям. Это спорт, наука, искусство и креативная индустрия. Благодаря новому центру студенты балетного колледжа уже ощутили весомую разницу в качестве образования и оценили открывшиеся новые возможности. Я был в детском лагере, и туда вот приехали педагоги с этой школы. Там был отбор.
Я в прошлой школе учился, мне там не нравилось учиться, поэтому это как был для меня шанс поступить сюда, на новый уровень. Очень много возможностей. Я побывал во многих странах. Благодаря тому, что ездил на конкурсы, я изменился даже сам, потому что здесь это со мной эта атмосфера. Да, здесь ты все равно, как ни крути, не будешь баловаться, там, не будешь себя как-то халатно вести, потому что все равно такое здание все равно воспитывает тебя. Здесь хорошие, сильные учителя, которые дают хорошую базу для того, чтобы в дальнейшем ты мог развиваться еще больше. Финансирование для создания театра осуществлено в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта «Образование». Федеральный проект позволил улучшить качество образования во многих учебных заведениях республики. Эта работа будет еще дальше приносить свои плоды. В рамках нацпроекта образования мы улучшаем материально-техническую базу наших школ, которые работают с одаренными детьми. Это балетная школа, это высшая школа музыки, это, значит, школы математического уклада, физики, по различным предметам и так далее. И, соответственно, это даст мощный толчок в развитии всей системы образования. В новом детском театре планируется проведение масштабных культурно-образовательных и научных мероприятий, а также показы спектаклей, сценических представлений и различных концертных программ. Первый детский театр Якутии поможет выявить и поддержать многих одаренных детей. Марферина Алексеева, Григорий Николаев, Якутск. Ростуризм продлил окно продаж туристического кэшбэка на 2 недели до середины сентября. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. Условия программы остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить онлайн картой «Мир». На карту автоматически вернется 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты при этом можно оплатить неограниченное количество туров. Туристические маршруты Якутии объявлены лучшими по стране и вышли в финал конкурса под названием «Открой свою Россию. Агентство стратегических инициатив». По каким критериям проходил отбор участников и какую миссию несет в себе всероссийский конкурс для туриндустрии? Все подробности в материале нашего корреспондента в Москве Айсены Бурнашовой. Узоры на кинжале, трекинговые туры по горам Дагестана или аристократический уикенд в Рязанской области. Из более чем 200 маршрутов в финал всероссийского конкурса прошли только 66. В числе лучших и работы 2 продюсеров впечатлений из Якутии. Каждый из них предоставил по 2 готовых варианта отдыха в республике. Например, финалистка Вера Кейсерова в летний тур включила 7 чудес Центральной Якутии с посещением Булуса, Бизанария, Ленских и Есенских столбов, а в зимний период знакомство с Аймеконом. Я считаю, что наш маршрут может даже и победить. Почему нет? Потому что он довольно-таки насыщенный, интересный, и по стоимости он тоже, вот по сравнению даже с другими регионами, он вполне приемлемый. Конкурс стартовал в начале июля. Уже в августе экспертная комиссия провела отбор финалистов. Жюри оценивало по 10 критериям. В особом фокусе внимания оказались аутентичность и неординарность тура, а также реальные впечатления туристов от отдыха. Какая концепция заложена в действующие туристические маршруты, профессиональные компетенции команды, продюсера впечатлений и отзывы. То есть мы смотрим на отзывы туристов, финансовая модель, составляющая, безусловно, стратегическое видение развития. Сделать российский туризм конкурентным на глобальном уровне, дать регионам возможность совместно продвигать турпродукты – основные задачи конкурса. Уже сегодня все 33 финалиста стали участниками акселерационной программы. Завершающий этап состоится в декабре. Тогда же путем народного и экспертного голосования комиссия определит 30 маршрутов победителей, а Ростуризм выберет проекты, которым присвоят статус национального брендового маршрута. Мы планируем, что до 2024 года будут аккредитованы и оборудованы за счет специальных грантов туристические маршруты во всех регионах. И нам нужны вот эти такие брендированные национальные маршруты, необычные, интересные. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите телеканал Якутия-24. Будьте всегда в курсе.